уважаемые участники животного поведения, работы по госфабрикам. Конечно, здесь должно было быть около 2500 человек, но выбрали вас, потому что вы являетесь теми людьми, которые сейчас на протяжении года активно занимаемся такими понятиями ведения госфабриков. Конечно, я помню те времена, когда 8-й федеральный закон только был принят, когда мы начали узнавать, что такое госфабрики, как получать госметку, как регистрироваться на госуслугах. Конечно, это было очень тяжело. И вот сейчас можно сказать, что мы такой это подготовительно прошли, и сейчас уже активно занимаемся для того, чтобы научиться, как правильно уже работать в госфабриках. И когда впервые мы встречались, от разных года, у вас поступали вопросы в части того, что такое вообще госфабрики, как получить госметку, как там работать. Сейчас мы получаем от вас запросы в части того, помогите нам сориентировать тот или иной пост. И такие вопросы, конечно, говорят о том, что ваш уровень как администратор повысился, и мы, соответственно, с центром управления регионом дальше будем работать над этим. И уверен, что в следующем году нас станет еще больше, потому что эта работа она должна вестись постоянно, потому что она нужна. Здесь собрались те люди, которые работают не только как в соответствии, может быть, с должностными, но я, может быть, скажу, как скорее всего, у вас и в должностных инструкциях этого у некоторых, но здесь собрались люди, которые работают с душой. И наши госфабрики в области образования, здравоохранения, спорта, социалки, они, домов культуры, являются очень популярными для наших детей, потому что я сам подписан как родитель на школьные госфабрики, как пациент на госфабрике своей поликлиники, для того, чтобы узнать, какие там нововведения, как учатся мои дети, какие уроки там проводятся, какие мероприятия проводятся. Поэтому это очень интересно, и время не тратится, когда у человека есть свободное время, человек может спокойно зайти и посмотреть. Конечно, работать надо еще лучше, потому что мы постоянно развиваемся, и контент, который нужен для нашего населения, интересы, вкусы, они постоянно меняются. Вот мы начинали в прошлом году прямо со статических каких-то фотографий и маленьких пост, а сейчас я смотрю, есть очень хорошие, такие качественные видео для жителей, для подписчиков госфабриков, и это очень радует. Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня на этой площадке в рамках форума «Цифровой масс» наши ведущие, лучшие администраторы поделились своим опытом, рассказали, как они добились таких результатов, поделились, может быть, какими-то секретами, тонкостями этой работы. И вот как любой проект, он всегда завязан на конкретном человеке. И вот вы здесь сидящие люди, которые, вот, как я уже сказал, с душой работают на ведении этих постов. Может быть, вы отвлекаете очень много своего личного времени, это я знаю. Я поэтому от имени руководства администрации выражаю вам огромную благодарность. И хотелось бы пожелать, чтобы ваша работа она оценивалась тысячами лайков,
сотками дополнительных подписчиков. Спасибо. Коллеги, сегодня, как у нас итоговое мероприятие, я бы хотел отметить, Василий Романович ввел новое понятие амбассадор республиков. Это люди, которые будут такими ориентирами для подражания для всех нас. Разрешите поздравить лучших из лучших. Благодарственным письмом руководителя администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия за активное ведение госпаблика, ответственное отношение к поставленным задачам, профессионализм и творческий подход награждается Смольникова Юлия, смарт-библиотека имени Неустроева, город Якутск. Награждается Афанасьева Лидия, школа номер 32, город Якутск. Награждается Третьякова Мария, Якутская республиканская клиническая больница. Награждается Захарова Августина, детский сад «Чаларанчик» имени Спиридонова, село Чалача. Награждается Наталья Черноусова, Ирюнгринское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия.